ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وسيد العالمين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Уважаемые мои братья, по всей республике проводятся записи на участие в жеребьевках для тех людей, которые не были в хаджи, желают первый раз поехать в хадж. Для этих людей по всей республике записываются люди на жеребьевку. Были времена, когда много просили имама, обращались к джамаату, говорили люди: езжайте в хадж. На автобусах люди ехали, на транспорте ехали. Было бы намного дешевле, было намного проще, было намного легче. Говорили: пользуйтесь шансом. Всегда так, наверное, может не останется. Такой легкой возможности ехать в хадж всегда может и не будет. Воспользуйтесь шансом. Делайте Аллаху шукру, используя ни'мат Аллаха. Сейчас же, видите, уже приходится делать жеребьевки, потому что желающих много. Значит, на всех мест не хватает. Квота Дагестана уже стала намного меньше, потому что другие регионы требуют свою квоту в полной мере. В других регионах люди тоже начали побольше ехать в хадж. Поэтому наступило время, когда люди уже должны ехать в хадж по жеребьевке. Но однако каждый человек, который имеет и сегодня возможность, материальный достаток, для того, чтобы совершить хадж, он должен осознавать важность этого столпа ислама. Потому что столб ислама, на котором держится ислам, одним из таких столпов является также хадж, также и ураза, пост Рамадана, выплачивание заката и мачхада, в первую очередь, конечно. Пятым столпом является хадж. И каждый мусульманин сначала должен всегда уделять внимание на фарзы Аллаха, на предписание Аллаха. Другие желательные действия – это после фарза, на следующем уровне. Но на первом месте занимает себя фарз. Хадж является фарзом. Он становится фарзом, когда человек, у него появляется возможность, материальный достаток, и для него есть способ поехать в хадж. Если кто запишется на жеребьевку, жеребьевка не выйдет, он за это не будет перед Аллахом наказан, потому что в этом году он хадж не поехал. Почему? Потому что места не было, возможности нет. Но это не исключает, возможно, шанса попытаться поехать через другие республики, как это делают наши дагестанцы, едут через Астрахань, едут через Чечню. Много дагестанцев в прошлом году поехали через Чечню. Поэтому искать способы можно, даже нужно, но то, что определенно для Дагестана, будет проводиться по жеребьевке. Сегодня я хочу остановиться на теме хаджа, ее важности, предписанности и огромных воздаяний, которые человек получает возле Аллаха за совершение хаджа. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инна афдал аль-а'маль хаджу мабрур», раваху Бухари. Воистину, самое почтенное деяние возле Аллаха – это принятый хадж свыше Аллаха. Это является одним из почтенных деяний. Однажды, когда Амр ибн Ас принял ислам, стал мусульманином, он говорит: я пришел к пророку, алейхиссалату вассалам, и сказал: «Я Расул Аллах, дай мне твою руку. Я хочу дать тебе клятву и присягу, что я буду мусульманином и буду следовать и подчиняться тебе, следовать за всем, с чем ты пришел от Аллаха». Пророк, алейхиссалату вассалам, протянул ему руку. Когда руку протянул, пророк спросил:
ты что-то еще желаешь, Амр? Он сказал, да. Я, говорит, желаю поставить условия. Пророк алейхиссалату вассалам спрашивает, я Амр, какое условие хочешь поставить? Амр ибн Ас говорит, я Расул Аллах, у меня, говорит, есть условия. Если, говорит, Аллах мне простит все мои грехи, которые я совершал до ислама, я с этим условием принимаю ислам, чтобы Аллах мне простил все грехи, которые я совершал до ислама. Тогда, говорит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, улыбнулся, сказал, я Амр, а разве ты не знаешь, أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله رواه مسلم. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, я Амр, а разве ты не знаешь, что человек, не мусульманин, когда, говорит, он принимает ислам, то принятием ислама смываются все его грехи, которые он совершал до ислама. Если христианин и иудей сегодня принимает ислам, все грехи, которые он совершал до принятия ислама, все грехи, говорит, Аллах ему смывает. Когда, говорит, человек совершает переселение, хиджра, мекканцы переселились в Медину. Когда, говорит, человек совершает переселение, все ранние грехи, говорит, это переселение ему смывает, очищает. И когда, говорит, человек совершает хадж, то этот хадж смывает, очищает от всех его грехов. Маша Аллах. Человек совершает хадж, дорогие мои братья, и Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, свидетельствует, что этот хадж, который он совершил, смоет, очистит от него все его грехи, которые были у него до хаджа. Человек совершает хадж, уезжает в хадж полными грехами, возвращается как тот день, когда он родился на свет, появился на свет. Когда грязную одежду бросает в стиральную машину, как чистая выходит одежда. Вот так тот, кто совершает хадж на дозволенные средства, он возвращается с хаджа чистыми грехами. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, человека, совершающего хадж, назвал муджахидом, сражающимся на пути Аллаха, и сравнил с муджахидом, и сказал: عن عثمان بن سليمان عن جده عن أم حبيبة قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد الجهاد في سبيل الله فقال ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه فقال بلى فقال حج البيت أخرجه سعيد بن منصور. Усман ибн Сулейман рассказывает от своего дедушки, от своей бабушки, от умми Абихи, от матери отца. Его бабушка, говорит, рассказывала, однажды, говорит, пришел человек, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: я Расул Аллах, я, говорит, хочу, желаю пойти на Газават на пути Аллаха. Тогда пророк, алейхиссалату вассалям, наверное, видел состояние этого человека, что он на Газавате, наверное, принять участие не сможет. Тогда он ему сказал: не указать ли мне тебе на Газават, в котором нету уколов, где тебя никто не сможет уколить или тебя поранить, вот на такой Газават указали тебе? Он сказал: да, конечно, укажи мне на такой Газават. Тогда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: ты, говорит, хадж соверши. Совершение хаджа является таким Газаватом, в котором тебя никто не уколет. Также, дорогие мои братья, хадис пророка, алейхиссалату вассалям, который приводится от Аиши, сказано: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الحاج من بيته كان في حرز الله فإن مات قبل أن يقضي نسكه وقع أجره على الله وإن بقي حتى يقضي نسكه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنفاق الدرهم الواحد في ذلك الوجه يعدل 40,000 فيما سواه. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: когда, говорит, паломник, желающий совершить хадж, выходит из своего дома, то он находится под покровительством, защитой Всевышнего Аллаха азза ва джалля. Если человек
умрет по дороге, до того, пока еще он не выполнил обряды хаджа, то воздаяние хаджа, говорит, Аллах берет на себя, чтобы дать этому человеку воздаяние за полноценный хадж. Он умрет до хаджа, Аллах уже ему даст воздаяние хаджа. А если человек останется живым до полного завершения хаджа, то Аллах ему простит все его ранее совершенные грехи. И Аллах защитит его от больших грехов после хаджа. На этом мы видим признаки аламаты, дорогие мои братья, когда человек, что бы ему ни говорил, что бы ему ни рассказывал, он это не впитывает. Но ему стоит однажды побывать в Медине пророка, алейхиссалату вассалам, посетить рауза посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам. Человеку стоит один раз увидеть своими глазами почтенную Каабу. Человек меняется, становится другим человеком. Он отрекается от других больших грехов, которые он совершал до этого, когда ему говорили не делай, он не останавливался. Одна поездка в хадж человека меняет. Как он может совершать, возвращаться на эти же грехи, которые он совершал ранее, после того, как увидел Каабу? После того, как был возле пророка, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому этот хадис сказано, что Аллах ему простит ранние грехи и защитит его от последующих грехов, и инша'Аллах, баракатом хаджа, человек все другие свои пороки, которые у него были до хаджа, тоже инша'Аллах оставит. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, твои расходы, которые ты делаешь во время хаджа, то они приравниваются 40 миллионам воздаяний. Как будто бы ты 40 миллионов расходовал здесь в Гуйнаске, и 1 рубль расходовал в хаджи, твой рубль израсходованный в хаджи увеличивается в 40 миллионов. И также в другом хадисе пророка, алейхиссалату вассалам, свидетельствует о том, что Аллах возмещает твои расходы, которые ты понес для совершения хаджа, Аллах тебе их возмещает. Аллах тебе их возвращает. В хадисе пророка, алейхиссалату вассалам, достоверный хадис, сказано: «Аль-Худжадж валь-Умар вафуллах, ин саалу у'ту, ва ин дa'у уджибу, ва ин анфаду ухлифа алейхи». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, сказал: «Воистину паломники, совершающие хадж и умра, они являются кем? Являются делегацией Аллаха». Есть разные люди, мы знаем же, делегации такого-то правителя, такого-то государства и так далее. Те, кто совершает хадж, их называют делегацией Аллаха. Если они что-либо будут просить во время совершения хаджа, Аллах непременно им дает то, что они просят. Аллах отвечает на их дуа, Аллах им возмещает, Аллах им возвращает все те расходы, которые они сделали во время совершения хаджа. В другом хадисе пророка, алейхиссалату вассалам, который приводится от Аби Умамата, Вафаилат ибн Асфа'а, они оба сказали, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Арба'атун хаккун аля Аллахи азза ва джалла аунухум, аль-гази, валь-мутазаввидж, валь-мукатибу, валь-хаджу». Аллах азза ва джалла взял на себя обязательство непременно помочь 4 категориям людей. Первый человек, который вышел на хазрат. Аллах взял на себя обязательство быть помощником, помогать ему. Второй человек, тот, кто женился. Некоторые говорят: если у меня нет работы и не будет стабильной зарплаты, я не буду жениться. Боится, что он женится, тот риск Аллаха, который Аллах давал его жене, если он женится, то ее риск как будто остановится. Аллах ей будет давать риск. Как Аллах давал ей риск, когда она была в доме своих родителей, Аллах будет продолжать ей давать риск, когда она придет в твой дом, твоя жена. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, если человек женится, Аллах является его помощником. Аллах будет помогать человеку, который женился. И также Аллах помогает наложенному рабу, и также Аллах азза ва джалла помогает паломнику. Аллах помогает паломнику. Мы знаем, сколько здесь пожилых людей, которые едут в хадж, здесь у них давление повышается. Здесь они ходить не могут. Здесь у них много разных причин болезней. Думает, если я даже живой дойду в хаджа и живой вернусь, тоже хорошо. Вот так думают они.
Но однако, когда их нога вступает в землю Медины, когда они оказываются в Мекке, все их болезни уходят. Многие пожилые люди бывают чувственными даже, чем многие молодые. Аллах дает им силу. Аллах убирает от них болезни. Аллах им помогает, и они хадж совершают на самом полноценном виде. Многие пожилые люди, которые были в хаджи, значит, подтвердят мои слова, что это на самом деле вот так и происходит. Мы знаем, что тот человек, который совершает хадж, Аллах Азза ва Джалля делает его заступником. Делает его заступником за тех людей, которые ему делали дуа. Когда он находился в хаджи, кто делает дуа совершающему хадж, этот хаджи будет ему делать заступничество. Он будет делать заступничество шафаат завтра день своим родным, близким. Хадисе пророка, алейхиссалату вассалам, который приводится от Аби Муса аль-Аш'ари. قال الحاج يشفع في 400 من أهل بيته خرجه عبد الرزاق في مسنده. وفي رواية المنذري من جاء حاجا يريد وجه الله غفر له وشفع في من دعا له. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: воистину паломник, совершающий хадж, он будет заступником 400 близким своим родным, близким родственникам, он говорит, будет заступником, будет делать им шафаат завтра судный день. И также в другом хадисе пророк алейхиссалату вассалам сказал: тот, кто ради Аллаха, желая удовольствия Аллаха, совершит хадж, Аллах говорит, простит его грехи, и Аллах, говорит, Азза ва Джалля, его паломника сделает заступником за тех людей, которые ему делали дуа. Мы знаем, что каждый паломник, совершающий хадж, день Арафа, он стоит на долине Арафа. Тот, кто стоял на долине Арафа, и если он подумал, что Аллах не простил мои грехи, он говорит, уже совершивший один из больших грехов. Так пишется книга. Тот, кто стоял на Арафа и думал, что Аллах его грехи не простил, он уже совершивший один большой грех, значит, один из больших грехов. Хадисе, который приводится от Джабира, رضي الله عنه, сказано: إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شغثا غبرا اشهدوا أني غفرت لهم ذنوبهم. فتقول الملائكة: يا ربي فلان يرهق، يعني يأتي المحارم. قال يقول الله عز وجل: قد غفرت لهم. أخرجه في شرح السنة البغوي. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям от него приводит Джабир, говорит, что когда наступает день Арафа, милость Аллаха спускается на землю. Аллах Азза ва Джалля обращается к ангелам и говорит: о мои ангелы, посмотрите на моих рабов, которые стоят на долине Арафа. Они пришли усталые, опыленные, запыленные, значит, утомленные, пришли, желая мое удовольствие. О мои ангелы, я вас всех беру свидетелей, что я всем им простил их грехи. Тогда ангелы скажут: о Всевышний Аллах, воистину среди них есть один человек, который совершает большие грехи. Тогда Аллах Азза ва Джалля скажет: я им всем простил их грехи. Машаллах. Тот, кто стоит на долине Арафа, в день Арафа, с намерением хаджа, Аллах ему все грехи прощает на долине Арафа, иншаллах. Также грехи прощаются паломнику и тем людям, которым будут делать дуа, совершающие хадж на Арафа, во время совершения обрядов хаджа. Поэтому тот, кто едет на хадж, дорогие мои братья, побольше делайте дуа. Во всех священных местах, на долине Арафа, на Маш'ар Муздалифа, на территории Мина, когда бросаете камни, когда совершаете талаф, когда совершаете са'ю, просите Аллаха, умоляйте Аллаха, чтобы Аллах простил ваши грехи, грехи ваших родных, близких, горожан, мусульман, грехи уммата, чтобы Аллах простил, делайте побольше дуа. А если ваши дуа Аллах отвечает, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, который приводится от Аби Хурайры, сказал:
Аллахумма гфир лил хаджи ва лиман истагфара лаху л-хаджу. Раваху л-Байхақи ва саххахаху л-Хаким. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Я Аллах, Ты прости грехи паломника». Расулуллах дуа делает, а дуа пророка 100% Аллах отвечает. Пророк делал такой дуа и говорил: «Аллах, Ты прости грехи паломника». Аллах, Ты также прости грехи тех людей, прощение грехам, кому паломник просит, чтобы Аллах простил их грехи, вот этих людей тоже, говорит, Аллах, Ты прости. Значит, те, кто будут просить, делать дуа, совершая хадж, кому попросит паломник, этих людей тоже, говорит, Аллах прощает, отвечая на дуа посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И еще один хадис хочу привести о достоинстве хаджа. Приводит хадис имам Ахмад, рахимахуллах: «Аль-хаджу аль-мабрур лайса лаху джазаун илля аль-джанна, ва бирру аль-хаджи ит'аму ат-та'ами ва ифша'у ас-салам». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: хаджу аль-мабрур, принятый хадж Аллахом, если ты совершил хадж. Если Аллах принял твой хадж, платой за твой принятый хадж возле Аллаха является рай. Не столько это вознаграждение, не такие-то уровни. Для тебя совершил хадж, Аллах принял твой хадж, платой для твоего хаджа является рай. И благие деяния, которые желательно совершать паломнику, чтобы он во время совершения хаджа кормил людей. Благие деяния, которые желательно использовать побольше совершающим хадж, желательно, чтобы он побольше кормил людей и побольше давал своим братьям мусульманам салам. Хаджи есть все, цвета кожи, со всех уголков земли. И негры, и светлые, и желтые, и так далее. Все расы, все народы, все творения Аллаха стоят на долине Арафа. Все совершают хадж. И когда ты встречаешься с братьями мусульман, проходишь мимо людей, встречаешься с ними, побольше давай салам. Это является благими деяниями хаджа. А сейчас, дорогие мои братья, я хочу обратить ваше внимание на то, что если человек имеет возможность, может постараться совершить хадж. Например, человек имеет дома дорогую мебель, стоит 200-300 тысяч рублей. Он же может без этой дорогой мебели тоже обойтись. Даже ты обязан ее продать, совершить хадж. Если кроме дорогой мебели у тебя дома ничего нет, обязан его продать, совершить хадж. Эта дорогая мебель тебе не дает путевку в рай, а хадж тебе дает путевку в рай. Что лучше? Иметь дорогую мебель и не иметь деньги, эту мебель держаться за нее? Или же продать лишний ковер, продай лишнюю мебель, продай то, в чем ты не нуждаешься из богатства этого дуня. Если не был хаджи, соверши хадж. Это лучше для тебя. Это спасение для тебя. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, одном из хадисов говорит: «Ман лам тахбасу хаджатун, ظاهرة أو مرض حادث أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا». رواه أبو أمامة. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: тот человек, которого не будет удерживать явная какая-то причина, или болезнь, по которой он не может совершить хадж, или же жестокий правитель его не удерживает. Из этих причин, если человек не совершает хадж, в тот день, когда он будет умирать, то пусть он умирает, если хочет, будучи иудеем, если хочет, будучи христианином. Пусть выбирает, умирать иудеем или христианином, имея возможность совершить хадж, если не совершит хадж. Это имеется в виду, что он, есть опасность, что он умрет вне ислама. Почему? Если хадж является пятым столпом ислама, и если у тебя было халатное отношение к пятому столпу ислама, к фарзу Аллаха, если ты относился пренебрежительно, не обращал на нее внимания, за эту пренебрежительность есть опасность, что может умереть человек не мусульманином, иудеем или христианином.
В другом хадисе пророка, алейхиссалату вассалам, который приводит имам Аль-Мунзири, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, сказал: «Ман маляка задан ва рахиля, тубаллигуху иля байтилля, ва лам яхуджа, фала алейхи ан ямута яхудиян ва насраниян». Тот человек, который имеет достаточный багаж, имеет средства передвижения для совершения хаджа, если он, имея эту возможность, не совершит хадж, то ему это остается ничего иного, кроме как умереть или же иудеем, или же христианином. Умар ас-Сабр, радийаллаху анху, он часто говорил, как бы я желал отправить людей по этим странам, мусульманским странам, и посмотреть на состояние людей. И если люди, если у них возможность совершить хадж, если они имеют возможность хадж, если не совершают, я, говорит, хотел бы, говорит, этих людей, имеющих возможность совершить хадж, которые хадж не совершают, этих людей, говорит, я хотел бы обложить их налогом. Налог, который, значит, накладывает на, значит, людей, которые дали договор с мусульманами, платят мусульманам налог взамен того, что их мусульмане не будут убивать. Вот таким налогом я хотел обременить мусульман, которые, имея возможность, не совершают хадж, потому что ведь они не являются полноценными мусульманами, говорил Умар. Также, дорогие мои братья, мы знаем, что совершение хаджа, после того, как ты совершил хадж от самого себя, многие желают совершить хадж от своих родителей, от своих близких братьев, сестер, родных. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в одном хадисе сказал: «Ман хаджа ан валидайхи ба'да маутихима, катаба Аллаху лаху итқан мин ан-нар». Тот, кто совершит хадж от своих родителей после смерти родителей, то это станет для него освобождением и спасением от ада. В другом хадисе пророк, алейхиссалату вассалам, приводится от Джабира, радийаллаху анху, сказал: «Ман хаджа ан абихи ва ан уммихи, факад қалла анху хаджаху, ва кана лаху фадлу ашри хаджадж». Ахраджаху Даракутни ва Табарани. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот человек, который совершит хадж от своих родителей, от отца или же матери, то для отца и для матери будет записан полноценный хадж. Они избавятся от своего хаджа, а тот сын, который от них совершил хадж, ему будет записано 10 хаджев. Тот сын, который совершает хадж от родителей, ему будет записано воздаяние 10 хаджев. В другом хадисе сказано, если совершает человек хадж не от родителей, а от постороннего человека за свои средства, то ему записывается хадж, они избавляются от своего фарза, а тот, кто совершил хадж от другого на свои средства, ему записывается 7 хаджев. А если от родителей, 10 хаджев. В другом хадисе пророка, алейхиссалату вассалам, сказал, приводится хадис от Зайд ибн Аркам, радийаллаху анху: «Иза хаджат раджула ан валидайхи, тақаббала минху, ва минхум, ва стабшарат арвахухума, ва кутиба инда Аллахи бадхум». Ахраджаху Даракутни. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: когда человек совершает хадж от своих родителей, Аллах у него принимает хадж, который он совершил от них. А души родителей, говорит, радуются. До душ родителей доходит радостная весть. И этот сын, который, говорит, совершил хадж от своих родителей, он, говорит, возле Аллаха будет записан, так как значит, будет записан из добродетельных относительно своих родителей. Много можем говорить о достоинстве хаджа, дорогие мои братья. Хочу еще раз обратить ваше внимание, что 14 мая – это последний день возможности записаться в нашу ребенку, желающим совершить хадж. Каждый, кто желает совершить хадж, значит, до 14-го, до ночного намаза, завершения, значит, 14 мая до ночного намаза будет проводиться запись. 15 мая будут подготовлены списки. 16 мая в пятницу после асра, экини намаза, бакани намаза будет здесь жеребьевка в мечети. Поэтому все, кто еще желают, думают, значит,
размышляют, поехать в этом году или не поехать. Значит, хочу, чтобы вы раскошелились, значит, поторопились, потому что человек не знает, он до следующего года доживет или не доживет. Сколько здоровых людей на следующий год стали больными, сколько живых людей на следующем году умирают, сколько молодых ребят до взрослого возраста не доживают. Каждый, у кого есть возможность, кто желает, не упустите час, запишите.